Национальные мотивы в исполнении знаменитого скрипичного ансамбля «Сельсибель» звучат в зале Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия. Так здесь встречают гостей. Представители власти, культуры и общественники пришли разделить радость с сотрудниками учреждения. Национальному музею исполнилось 20 лет. Когда музей открыл свои двери для посетителей, здесь работала всего пара человек. Среди экспонатов уникальная коллекция старинных предметов декоративно-прикладного искусства Аблямита Умерова и картины нескольких художников. Вначале было около 400 экспонатов, сейчас более 15 тысяч. Но еще много предметов, которые нужно внести в список. Тогда их счет значительно увеличится. Коллекцию пополнил еще один ценный предмет – крымско-татарский кувшин. Ему более 400 лет. Подарок депутата Госдумы Руслана Бальбека. Исмет Аблятипович сориентировал, что это либо мастера Бахчисарая, либо мастера Карасу-Базара, Белогорска. Это 17-18 век, изделия довольно-таки в хорошей сохранности. В торжественный день сотрудников культурного центра благодарностями наградил председатель Госкомнадзора. Это не просто музей, это сокровищница колорита целого народа. К сожалению, помещение музея не соответствует его значимости, говорит Альберт Кангиев. Очень большое количество экспозиций лежит на складе и не демонстрируется. Это очень плохо. Мы сегодня ищем варианты, каким образом преобразить наш музей, каким образом придать ему новое дыхание в виде другого здания, для того, чтобы было как можно больше площадей. Министр культуры Крыма Арина Новосельская заверила, этого события долго ждать не придется. Мы переедем в новое здание. Ура! В этом 2020 году юбилейный год. Именно эта новость стала главным подарком в 20-ю годовщину музея. Следующий день рождения культурный центр крымских татар отпразднует также весело и радостно уже в новом помещении. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.